ненависть атеистического режима коммунистического Китая к исламу является беспримерной враждебностью. Поступили сообщения о столкновениях между мусульманами Хуэй и китайской полицией 27 мая 2023 года, после того, как китайские власти попытались снести мечеть Надзяин в уезде Тунхай провинции Юньнань. Китайские власти мобилизовали свою полицию и вооруженные силы для подавления и задержания мусульман, сопротивлявшихся сносу мечетей. Мечеть Надзяин – историческая мечеть, построенная во времена династии Мин. Местные власти включили мечеть в список на снос в 2020 году, заявив, что здание является незаконно оккупированной территорией. Китайский режим, который на словах относится к исламскому миру как к другу, проводит политику, нарушающую права и свободу вероисповедания мусульман, особенно в Восточном Туркестане. Инцидент в Юннане – лишь один из примеров войны Китая против ислама. Председатель КНР Си Цзиньпинь поздравил президента Эрдогана с его переизбранием и заявил, что Турция и Китай разделяют широкие общие интересы, как две великие страны. В своем поздравительном послании президенту Эрдогану Си Цзиньпинь сказал, что Турция и Китай имеют широкие общие интересы, как две крупные развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая. Министр торговли Китая Ван Вэньтао призвал Японию прекратить контроль за экспортом полупроводников, заявив, что эта санкция серьезно нарушает международные экономические и торговые правила. Китай дал свой окончательный ответ на экспортные ограничения во время встречи Вана Вэньтао с министром торговли Японии Ясутоси Нисимурой на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Детройте 26 мая. Решение администрации Байдена издать постановление о запрете инвестиций в чувствительные технологии, связанные с военной промышленностью Китая, подошло к завершающей стадии. Как сообщает американская сеть Axios, представитель Белого дома отказался сообщить информацию о том, когда будет издано постановление, но чиновник, знакомый с положением дел, сообщил, что окончательный вариант постановления готовится и будет опубликован к концу лета. В сообщении говорится, что постановление отражает позицию администрации Байдена по ограничению военного господства Китая в определенных технологических областях. Международная тюркская академия провела первое заседание Объединенной комиссии по алфавиту тюркского мира в Астане, столице Казахстана. На встрече обсуждалась гармонизация алфавитов тюркских государств и укрепление сотрудничества между братскими странами. На встрече присутствовали президент Тюркской академии, заместитель министра иностранных дел Казахстана, президент Высшего учреждения культуры, языка и истории Турецкой республики Ататюрк, президент Ассоциации турецкого языка, государственные деятели и ученые. Северная Корея проинформировала Японию о своих планах по запуску первого военного спутника-шпиона в период с 31 мая по 11 июня. По сообщению японского агентства Киода, Северная Корея проинформировала японское правительство о том, что в море будут созданы 3 опасные зоны на случай падения военного спутника-шпиона после запуска.